Покровительство в обмен на деньги. Ингушских наркополицейских поймали за взяткой 300 тысяч рублей. Школьного главбуха обвинили в махинациях на почти 1,5 миллиона рублей. Между тем, житель региона отрабатывает 250 часов за незаконную рубку леса в Галашках. Здравствуйте, это «Хроника происшествий», в студии Селимхан Калоев. В начале краткий обзор самых важных событий недели. Экологическая катастрофа. Санитарное состояние реки Назранка под угрозой. Неизвестные слили в канализационный коллектор нефтеотходы. Опасные прогулки. Видео с играющими на строительных высотках детьми стало поводом массовых проверок трудовой инспекции. Крупный улов. Полицейские задержали в Малгобеке жителя Икажева с 6 пакетами запрещенных наркотиков. А в ходе обысков у него дома обнаружено оружие, цех для его изготовления и переделки. 4 погибших. Страшная авария на федеральной трассе Кавказ. Кто виноват в случившемся? Вывести на свет. Операция «Тонировка» началась. Сотрудники ГИБДД выявляют нарушителей с тонированными стеклами. А теперь подробно об этих и других происшествиях. Санитарное состояние реки Назранка под угрозой. Огромное пятно нефтеотходов обнаружили на очистных сооружениях Альтиева. Работники объекта сразу же забили тревогу и вызвали на место ЧП всех ответственных служб. По предварительным данным, источником загрязнения стал Назрановский коллектор, куда и были сброшены отходы. Предположение можете или айваж отдельно город айваж канализационный люк через ханте пани сания воспользоваться ашетаешь хамашчи. Ну, сакел, чебалдял, сагу бере, чуати шабо бутахана, на хабяб, чуати шабо, дал халишки ходят на шифудят, шималдят. Ханял, чуах харц хами, ирч хами, кизик хамдат сгудер. После обнаружения ЧП специалисты сразу предприняли все необходимые меры, чтобы ликвидировать последствия утечки нефтепродуктов. Залили в очистные сооружения специальные бактерии и химические реагенты. Это поможет устранить жидкие солярные вещества. Работники Ингуш-регионводоканала вручную вылавливали из очистных сооружений мазут, который отделился от нефтепродуктов. Масштабы загрязнения устанавливают специалисты Росприроднадзора. Со своей стороны, сегодня с утра мы опять отобрали пробы на показатель, чтобы установить, какие есть превышения, нету. На тех же точках, где вчера каждый день будем отбирать, пока не установим, что есть загрязнение или нету. Результат анализа вчерашних одобранных проб будет через 2-3 дня. Но мы в любом случае каждый день будем отбирать и мониторить ситуацию. И выезжать, и контролировать, как и работы по ликвидации данной вот этой ситуации, как ведутся работы, тоже будем проверять. Для оценки ситуации организован штаб с участием специалистов регионального управления Роспотребнадзора, Республиканского Минприроды, администрации Назрани и МЧС. Практически можно сказать с большой уверенностью, с долей вероятности о том, что она не загрязнена. Но заборы мы сделали, результаты будут на следующей неделе, тогда мы точно можем утверждать. Но работы были предприняты, благодаря тесному взаимодействию нам удалось предотвратить вот эту, можно сказать, небольшую технологическую катастрофу. Пока делать какие-либо выводы рано, совсем скоро будут доступны результаты лабораторного исследования. Если выявят превышение допустимых показателей в реке Назранка, Росприроднадзор совместно с прокуратурой привлекут виновных к ответственности и проведут взыскание суммы ущерба, причиненного природе. Школьного главбуха в Ингушетии обвинили в махинациях на почти 1,5 миллиона рублей. По версии следствия, главный бухгалтер Назрановской 7-й школы с 2014 по 2015 годы систематически вносила в электронные реестры завышенные сведения о начисленной заработной плате работникам общеобразовательного учреждения. Необоснованно начисленные около 900 тысяч рублей обвиняемая похитила. В то же время женщина направила в региональное отделение фонда соцстраха недостоверные сведения о начислении работницам пособий по беременности и родам, а затем похитила поступившие на счета более 500 000 рублей. Дело о крупном мошенничестве рассмотрит Магазский районный суд. По крыше дома твоего. Соблюдение мер безопасности на строительных объектах проверяла трудовая инспекция. Поводом для проверок стало вот это видео.
Местные жители стали свидетелями бесстрашных прогулок детей по крыше строящегося 9-этажного дома. Подростки решили добавить в свой ежедневный досуг частичку экстрима, что, впрочем, свойственно людям этого возраста. Но вопросов тут больше возникает к подрядчику, который оставил объект открытым. Затопленные подвалы, мусор. В ходе проверок трудовая инспекция не обнаружили ни строителей, ни охрану, ни даже паспорта объекта. Направим соответствующие запросы в администрацию, стройнадзор, установим, кто здесь застройщик, и выдадим обязательное предписание, чтобы установили соответствующее ограждение. Однако, со слов других свидетелей, раньше здесь был забор. Однажды ночью его демонтировали и украли неизвестные лица. Странно, что даже после публикации видео ни стройнадзором, ни местная администрация не берутся решать этот вопрос. Представители трудинспекции отметили, в первую очередь необходимо закрыть территорию, а ограждение должно соответствовать всем законодательным требованиям. До начала строительных работ стройплощадка должна быть огорожена полностью по периметру плотным забором. Забор должен быть не менее 2 метров высотой. Материал может быть это железобетонные плиты, это деревянное полотно или оцинкованный профнастил. Указанное ограждение должно быть установлено и сохранено до окончания строительной работы, то есть до ввода объекта в эксплуатацию. Ну а пока дети спокойно разгуливают около 9-этажки, рядом расположены жилые многоквартирные дома. За время нахождения здесь нашей съемочной группы мы не встретили никого из взрослых. То есть подросткам тут никто не мешает. Правда, не все так безнадежно. Дети вообще играют там часто, заходят туда внутрь? Да. Да? Угу. А ты ходил туда? Нет? Почему? Ну, там же, строят еще дом, туда вообще идти нельзя. Там опасно, сказали. Кто тебе сказал? Ну, не знаю. Сюда приходили и говорили, туда идти нельзя. А мама, папа тебе запрещают туда ходить? Да, они говорили, не идти туда. Представители трудовой инспекции проверяют еще один расположенный рядом объект. Здесь тоже возводят 9-этажный дом. С ограждением и наличием паспорта у подрядчика нет никаких проблем, чего не скажешь об охране труда. Касок и спецзащиты на рабочих нет. Не используют они и защитные тросы. На первый раз подрядная организация отделалась предупреждением. Начальнику участка разъяснили все правила производственной безопасности. Такие нарушения, как нелегальная занятость, несоблюдение требований охраны труда, встречаются чуть ли не на каждом строительном участке. Трудинспекция уже совсем скоро намерена провести еще одну неплановую проверку, но более масштабную. Ингушских полицейских поймали за взяткой 300 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД передано в суд. По версии следствия, полицейские пытались овладеть 300 тысячами рублей. В обмен на деньги они обещали покровительство жителю Назрани, находящемуся под стражей за хранение и реализацию сильнодействующих психотропных веществ. После незаконных требований представителей власти заключенный пожаловался на сотрудников полиции в ФСБ. Сотрудников МВД задержали и в ходе предварительного следствия уволили по дискредитирующим обстоятельствам. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Сотрудники МВД по Ингушетии в Малгобеке на посту «Маяк-12» задержали жителя Икажева 86-го года рождения. Мужчина ранее судим за незаконный оборот наркотиков. Во время досмотра авто было обнаружено и изъято 6 полимерных пакетов, в которых находилось 786 заводских флаконов с тропикамидом и 1 полимерный пакет с блистерами и пригабалином. По версии следствия, мужчина хотел их сбыть. По данному факту возбуждено уголовное дело. Но на этом история не закончилась. В тот же день в ходе обыска по месту жительства подозреваемого в его доме обнаружены и изъяты пистолет без маркировочного обозначения, 40 патронов, 3 сигнальных пистолета, переделанные самодельным способом под боевое оружие, и 53 патрона. Также обнаружен цех с предметами, используемыми для изготовления, ремонта, переделки огнестрельного оружия и его основных частей. Страшная авария произошла 20 апреля на федеральной трассе «Кавказ» в районе сельского поселения Яндри. В результате ДТП 2 пассажирки приоры скончались на месте. Оба водителя и пассажир «Газели» доставлены в больницу, где позднее водитель приоры также скончался. Удар был такой силы, что «Газель» буквально раскололась на 2 части, а ее двигатель выпал наружу. От второй машины осталась лишь груда металла. Примерно 10 часов 40 минут
на федеральной автодороге «Кавказ» на 588 километре из-за неправильного расположения транспортного средства произошло дорожно-транспортное происшествие. По данному факту следственным отделом Назаранского района проводится проверка. В ходе проведения данной проверки будут установлены причины и обстоятельства совершения данного ДТП. Я призываю водителей транспортных средств соблюдать правила дорожного движения, соблюдать установленную скорость движения как на федеральной дороге, так и на других дорогах республики. Быть более внимательным и не нарушать правила дорожного движения. Как выяснилось позже, гражданин, управлявший автомобилем «Лада Приора», в 2018 году был лишен права управления транспортным средством за отказ от прохождения медосвидетельствования. Также в апреле этого года его остановили сотрудники полиции и установили факт алкогольного опьянения. В отношении мужчины выносилось постановление о возбуждении уголовного дела. Водитель отечественной легковушки 37 раз привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима. А второго водителя «Газели» в этом году лишили права управления за выезд на встречную полосу. Операция «Тонировка» началась. Рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей с тонированными передними стеклами прошли по всей стране, в том числе и в нашем регионе. В рамках масштабного рейда сотрудники ГИБДД останавливают каждого, чьи стекла имеют коэффициент светопропускания ниже положенного. Некоторые авто затонированы наглухо. В народе такие принято называть бункерами. Согласно новым правилам, светопропускаемость ветрового и передних боковых стекол должна быть не менее 70%. Замер тонировки делают специальным прибором. Процедура проводится при определенных условиях. Вообще, вообще ключи Владельцам автомашин при затемнении стекол стоит учитывать и наличие заводской тонировки на некоторых моделях, чтобы не получить штраф 500 рублей. Статистика в целом по России говорит о том, что практически в каждом 12-м ДТП транспортные средства были полностью затонированы. Водители сами создают аварийную ситуацию, что приводит к травмам и гибели людей. Наш водитель сегодня, к сожалению, нарушает правила дорожного движения и тонирует свои транспортные средства, в связи с чем они себе усугубляют видимость при процессе дорожного движения. И, конечно же, есть факты, когда было именно совершено ДТП по причине того, что у водителя отсутствовала видимость, из-за того, что транспортное средство было тонировано. Подобные рейды выявляют недобросовестных нарушителей, но, как правило, страдают и обычные водители. Из-за масштабного рейда в утренний час пик многие автолюбители опоздали на работу или учебу, а все из-за образовавшейся пробки. Рейд по отработке грубых нарушений правил дорожного движения проводится, чтобы стабилизировать обстановку на дорогах республики, утверждают в ГИБДД. Операция под кодовым названием «Тонировка» продлится до 28 апреля. Глава Яндари ответит за махинации с землей на 2 миллиона рублей. По версии следствия, глава населенного пункта незаконно выдал заверенные печатью выписки из хозяйственной книги о наличии земельных участков. Действия мужчины подпадают сразу под 2 статьи Уголовного кодекса: превышение должностных полномочий и служебный подлог. История Суэцкого канала на ингушский лад. Чем забит канал Алханчурский? Так на поле битвы сошлись противоправное упорство и закон. Этой схватке позавидовали бы именитые борцы, узная они эту уникальную историю сражения. Закупка на проведение работ по расчистке мелиоративных каналов и противопаводковых мероприятий Алханчурского канала на общую сумму 20 миллионов рублей была проведена с грубыми нарушениями законодательства. Участвовать в закупке решили 5 хозяйствующих субъектов, однако интересен ход заказчика. Ингуш Мелиоводхоз отклоняет 4 заявки и признает победителем ООО «Гарант», который по всем показателям не мог быть победителем, так как не имел достаточного опыта исполнения контрактов, что в совокупности с прочими признаками может говорить о преднамеренном игнорировании заказчиком требований законодательства о контрактной системе. Подобные действия сказали о многом. Ингушская УФАС России, рассмотрев материалы дела, выдает предписание об отмене результатов электронного аукциона. Там было несколько обстоятельств, там было несколько факторов, которые нам указывали на то, что все-таки сговор есть. Мы возбудили дело, рассмотрели его,
признали стороны нарушившими условия, антимонопольные условия, в связи с чем в ближайшее время хозяйствующий субъект ждет у нас оборотный штраф. Те чиновники, которые заключили данный договор, соответственно, также ждут дополнительного административного воздействия. Кроме всего прочего, материал мы также передаем коллегам с правоохранительных органов, чтобы они со своей стороны посмотрели, есть ли там состав уголовного деяния. Вот. Кроме всего прочего, большой риск того, что сторона, хозяйствующий субъект, который заключил договор с органом власти, она окажет услуги, выполнит работы, а потом не получит деньги, потому что мы обращаемся в суд за приостановлением данного контракта. Поэтому стоит, наверное, еще раз подумать сторонам, прежде чем заключать в обход торгов эти контракты, стоит ли такое делать. Потому что такие контракты, безусловно, они затрагивают интересы всего населения нашей республики и интересы также тех конкурентов, которые есть на рынке, но из-за того, что там есть некоторые схемы, эти органы, те подсубъекты, они не могут выйти на рынок и добросовестно конкурировать с тем недобросовестным их конкурентом, которые непосредственно заключают этот прямой контракт в обход закона. Жители Ингушетии отработают 250 часов за незаконную рубку леса. Прокуратурой Сунжинского района поддержано гособвинение по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя. Он обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений. Судом установлено, что мужчина 23 января этого года на окраине сельского поселения Галашки при помощи бензопилы незаконно срубил дерево породы граб, чем причинил ущерб Сунжинскому лесничеству на сумму более 32 тысяч рублей. Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции на месте совершения преступления с поличным. Сунжинским районным судом подсудимый был признан виновным. Установи кассовое оборудование и торгуй спокойно. Налоговая служба проверяет наличие у предпринимателей специальной контрольно-кассовой техники. Рейд прошел по торговым точкам Назрани. Согласно закону, аппараты учета должны быть у всех торговцев. Тем более, что сейчас кассу можно вести в онлайн-режиме автоматически, передавая данные в налоговую. Кассовый аппарат установлен у вас? Установили в режим онлайн? Да. Можно увидеть его? Но на простом не знал, отделаться теперь не удастся. Согласно основному закону, контрольно-кассовая техника должна быть у всех предпринимателей. С недавних пор привычные аппараты заменяют на более современную технику – онлайн-кассу. Ее основное отличие в фискальном накопителе, позволяющем проводить обмен данными о продажах и покупках напрямую с ФНС. Федеральная налоговая служба запустила проект по выявлению недобросовестных предпринимателей. Цель основного данного проекта является побуждение налогоплательщиков применять контрольно-кассовую технику, фиксировать эту выручку и, соответственно, выход из теневой экономики. То есть, чем больше мы будем выявлять таких данных налогоплательщиков, да, в соответствии будет у нас рост поступления в бюджет. Плюсов в этом для покупателей куда больше, чем минусов. Чек гарантии обмена и возврата товара. Конечно же, не всю продукцию можно вернуть. К таким товарам относят технику, посуду, ювелирные изделия и косметику. Допустим, если покупатель как-то выявит, да, какой-то брак товара или что-то ему не понравилось, да, он может возвратить данный товар, но без кассового чека это будет сделать очень сложно. Соответственно, каждый покупатель должен сам требовать от продавца, чтобы ему предоставили кассовый чек. Кассовый чек также могут выслать и по электронке, в электронном виде, или могут выдать наручно. Стоимость установки такой аппаратуры порядка 10 тысяч рублей. Однако размер штрафа за ее отсутствие для юрлиц 30 тысяч рублей, а для должностных лиц от 25 до 50% от суммы месячного дохода. Это были самые громкие происшествия за минувшие 7 дней. Помните, за каждым преступлением следует наказание. Банально, но факт. А я с вами прощаюсь. Увидимся в этой студии ровно через неделю.